Йортьяс. Сегодня мы с вами договорим про словообразовательные суффиксы существительных. Мы с вами уже познакомились с суффиксами лун, что обозначает день, бурлун, доброта, озерлун, богатство. Мы с вами познакомились с суффиксом тот, что означает часть, кусок. А сегодня мы с вами познакомимся с суффиксом «ин». Как вы помните, «ин» обозначает место. В некоторых словах «ин» пишется с обычной буковкой «и», что есть в русском алфавите и в коме, а в некоторых словах суффикс «ин» пишется с «и», с буковкой «и» с точечкой. Это после твердых согласных. Вспомните наши прошлые уроки. Ды, зы, лы, мы, сы, ты. Такая буковка «и» пишется после твердых согласных. И поехали. Первое небольшое правило. Прилагательное плюс суффикс «ин». «Выль» обозначает новый. Если добавить суффикс «ин», получается «вылин». Все очень просто. Новое место. Вылин, новое место. Важ, важин. Ваш старый, важин, старое место. Васад сырой. Васадын сырое место. Нюр болото. Нюраин болотистое место. Кос сухой. Косын сухое место. Теплый шоныд. Шоныдын теплое местечко. Или так еще говорят шоныдын про южные места, более обширное значение. Второе небольшое правило — это отглагольные существительные с суффиксом «ан» плюс суффикс «ин». Отглагольное существительные, которые произошли от глаголов с суффиксом «ан» плюс еще суффикс «ин», и получается новое слово, обозначающее место. Давайте посмотрим на примере. Глагол «велочины». Если к корню этому слова добавить суффикс «ан» и плюс суффикс «ин», получится «велочан-ин». Велочанин — это место учебы. Вузочный — продавать. Вузощанин — это магазин. Наверное, вы на вывесках некоторых магазинов часто видите вот такое выражение «магазин вузощанин». Шойный есть шоянин — это место, где едят. Шойный есть шоянин — комната для еды. Или можно назвать еще шоянин — это кухня. Пущанин — уже более обширное значение. Пущины — варить. Пущанин — это столовая. Также можно назвать кухней. Бурдачины — лечиться. Бурдачанин — больница. Шойчины — отдыхать. Шойчанин — место для отдыха. Ектаны — танцевать. Ектанин — это место для танцев. Или также можно назвать ектанин — это клуб. Примеры, чтобы запомнить наш небольшой материал. Сыктывкарин унашикас вузашанин да велочанин. В Сыктывкаре есть различные магазины и образовательные учреждения. Янгеркан уджид пушанин, уджид шойчанин, кык ужанин да мышанин. В нашем доме есть большая кухня, одна большая комната для отдыха, зал, гостиная, можно сказать, и две спальни и умывальня. Ванная, умывальная или ванная. Во многих странах для туристов это очень нужный вопрос. Где найти туалетный кабинет? На коми этот вопрос звучит так. Позже ты андеш юавны, атаны, асмогашанин. Асмогашанин — это туалетная комната. В русском варианте этот вопрос звучит так. Можно ли у вас поинтересоваться, есть ли тут туалетная комната? Тавлен йорт я ставыс, шият янды, быт бурса, да эна висей.